Гарт Лаврентий Ермолаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии агроинженерного факультета Абхазского государственного университета. Окончил Одесский сельскохозяйственный институт в 1963 году, аспирантуру при Украинском НИИ виноградарства и виноделия в 1968 году. В разное время работал главным агрономом колхоза имени Мичурина, винсовхоза «Шампань Украины» в Украине, цитрусоводческого совхоза «Апсна», директором учхоза Эшера, инструктором отдела сельского хозяйства Абхазского обкома партии, младшим научным сотрудником отдела орошения и лаборатории агрохимии Украинского НИИ виноградарства и виноделия. Общий преподавательский стаж в ВУЗе более 30 лет. Гарт Лаврентий Ермолаевич, автор более 30 научных работ. Говорят, что цитрусовые культуры по сравнению с другими плодовыми культурами наиболее требовательны к удобрениям. Как это отражается на экологичности цитрусовых плодов? Действительно отражается. Ну, во-первых, органические и минеральные удобрения, вносимые под цитрусовые культуры, повышают урожайность цитрусовых плодов и отражаются на их качестве. В аграрной политике какое место в этом секторе, в этой отрасли отводится цитрусовым культурам? Цитрусовые культуры всегда были ведущими среди плодовых культур, возделываемых в Республике Абхазии. Они и останутся ведущими культурами на перспективу. И сегодня производятся значительные закладки этих насаждений. Скажите, раньше был целый институт, институт субтропических культур. Сегодня остался один факультет. Каковы возможности факультета и кафедр в подготовке грамотных кадров-аграрников, которые хорошо разбирались бы в агротехнике, в биологии, значит, культур разных, в том числе и цитрусовых тоже? Есть такая возможность для подготовки кадров? Да, такая возможность есть для подготовки кадров. Многие из наших выпускников работают в научно-исследовательском институте и занимают довольно ответственные посты и ведут научную работу. Даже есть выпускники из этого же института, наши кафедры в частности, которые в аспирантуру даже поступили в России. То есть готовятся кадры. А вы намерены на лекции говорить о посадочном материале, его выращивании. Это очень актуально? Да, это очень актуально, потому что во-первых, озабочены наши цитрусоводы отсутствием качественного посадочного материала. Вот, и обращаются с вопросами, где их покупать, то ли в питомнике, то ли частным образом. Поэтому это очень важный вопрос, потому что мы видим, что здесь есть серьезные недоработки как в питомнике, так и в частном секторе. Спасибо большое. Здравствуйте. Программа «Кафедра. Лекции на абхазском телевидении. Выращивание посадочного материала цитрусовых культур в Абхазии». Гость программы – доцент кафедры агрономии агроинженерного факультета Абхазского государственного университета Гарт Лаврентий Ермолаевич. Заложить плодовый сад любой плодовой культуры невозможно без наличия саженцев. Таким образом, само существование плодового сада невозможно без его производства. Плодовые культуры, в том числе и цитрусовые, выращиваются в питомник. В промышленном секторе это производство сосредоточено в государственных и частных питомниках.
Питомники по своей принадлежности подразделяются на питомники научных учреждений, учебных заведений, лесного хозяйства. Это по принадлежности. По территориальной принадлежности они могут быть районные, межрайонные, региональные. Каждый из этих питомников обслуживает свою зону. Региональный, конечно же, весь регион. По своей структуре питомник, да, что такое питомник? Питомник – это земельная территория, части садоводческого хозяйства. Оно состоит из 4 отделений. Первое отделение – отделение маточников, состоящее из 2 садов – маточно-семенного и маточно-черенкового. Назначение маточного семенного – это получение семян для выращивания сеянцев, на которые позже прививаются черенки культурных растений. Маточно-черенковый сад представлен породами, сортами, возделываемые в республике или в том или ином регионе. Для них основное назначение с них получение черенкового материала. Плоды – это как побочная продукция, поэтому и план не накладывается на урожайность. Это первое отделение. Второе отделение – это школа сеянцев, состоящая из 2 севооборотных полей. Первое занимается посевом семян, заготавливаемых из маточно-семенного сада. Второе – севооборотное поле, которое занимается посевом сидератом. И ежегодно чередуются эти поля. Там, где были сидераты, в следующем году занимаются посевом, там, где были посевы, засеваются сидератами. Третье отделение – это отделение формирования саженцев или школа саженцев. Она состоит из 4 полей. Первое поле – это поле дичек, то есть сеянцы, выращенные в школе сеянцев. Второе поле – это поле одногодичных саженцев. Второе поле – поле 2-годичных саженцев. Почему цитрусовый выпускается из питомника в 1-годичном возрасте? Тогда вопрос, почему 2-годичных саженцев? А это те саженцы высаживаются, которые не достигли стандарта. Последнее поле – это севооборотное поле, занимающееся сидератами. И ежегодно меняются эти поля. После 4 лет снова повторяется этот севооборот. Там, где были сидераты, высеваются окулянты, то есть сеянцы привитые уже. Поле 1-годичных саженцев становится 2-годичным. 2-годичные занимаются сидератами. 4-е отделение – это отделение хранения саженцев. Именуется грунтовым сараем, потому что в морозоопасных регионах саженцы в большей части хранятся именно в грунтовом сарае, то есть в том, где они могут быть лучше сохранены, где можно подать тепло в случае высоких, в случае низких температур. Какова сама технология? Основным подвоем для цитрусовых культур является трифолиата. Все вы это растение знаете. Оно используется населением для устройства живой изгороди. Это колючее растение, листопадное. Весной раньше на нем зацветают цветки, позже вслед за ними листья, что не имеет места или в отличие от других вообще растений. В мировой практике используется и другой подвой. Это бегорадия или кислый апельсин. И 2/3
мировых насаждений цитрусовых привито на кислом апельсине или винограде. В наших условиях этот подвой не подходит. В связи с тем, что это вечно зеленые растения, не уходящие в покой, а привитые растения цитрусовых сортов на них не могут войти в покой в зимнее время. Поэтому в холодных регионах мира, там, где выращиваются цитрусовые, используются именно трифолиата. Это в Китае, Японии, Средиземноморье, но и у нас. Трифолиата представлены разными формами, поэтому при заготовке семян необходимо подходить очень осторожно. Все они разнокачественные и по-разному влияют на привитую культуру. Основным из них, основной формой, является трифолиата обыкновенная. Другие формы, можно их назвать, это тетраплоид 24, скороспелка, трифолиата карлик, скороплодная и другие. И совершенно не безразлично, какие семена заготавливать, потому что подвой очень сильно влияет на привой, и в такой же мере привой влияет на подвой. Семена сначала выращиваются сеянцы в школе сеянцев. Семена заготавливаются осенью, в октябре-декабре. Плоды трифолиаты массово опадают. Вопрос, можно опавшие плоды брать? Да, если они не подгнившие. Заготовленные семена стратифицируют. Что это? Песку, или другой термин, пескуют. В чем суть пескования? Отберется одна часть семян на 2-3 части песка. Смешивается, засыпается в пешки, ящики всыпаются и переносится в прохладное, сухое, прохладное помещение, где содержится при температуре не выше 8 градусов, потому что при 9 градусах начинают прорастать семена. Песок должен быть увлажнен. Влажность этого песка должна быть в пределах 12% полной полевой влагоемкости. Вопрос: лучше стратифицировать семена или не стратифицировать? От каких семян больше эффект? Эффект больше, конечно, от стратифицированных семян. Если не стратифицированные семена прорастают через 20 дней, да, примерно через 20 дней, то стратифицированные семена, не стратифицированные семена прорастают через 30-35 дней, то стратифицированные на 20-й день. Важно это или нет? Да, очень важно, потому что эти 10 дней в течение вегетационного периода они не излишни, дают возможность лучше сформировать саженец. Семена с подвоя трифоляты, с маточных деревьев трифоляты, которые закладываются чистосортными элитными саженцами, заготавливаются поздней осенью, в октябре, в ноябре, опадают они массово. Можно брать семена не подгнившие после заготовки. Весной семена выбирают из стратификационных ящиков и отделяют от песка. Очень легко заметить поврежденные семена. К ним прилипает песок, образуются комочки, и легко их отделить. Перед посевом семена подготавливают. Их обеззараживают чем? Формалином в концентрации
1 к 2000. На одну часть формалина 200 частей воды. Выдерживается в этом растворе в течение часа. Затем подсушивают и подлежат посеву. Параллельно готовится почва. Почву пашут на глубину 20 сантиметров. Под пахоту вносят 40 тонн навоза, 250 килограмм фосфорного удобрения и 100 килограмм калийного удобрения. Почва выравнивается применением борон и разбиваются гряды, так называемые. Если это в зоне колхидской низменности, то разбивка идет на квали шириной в 3,2 метра. В остальных местах, регионах готовятся гряды шириной в 1 метр, а длиной произвольной в зависимости от объема, размера посева. Поперек гряд устраиваются борозды, на грядах устраивают бороздки шириной 20 сантиметров, в которых высеваются семена. Глубина посева семян 2-3 сантиметра, в ряду между семенами те же 2-3 сантиметра. При образовании 2 настоящих листочков проводится порыживание с составлением расстояния между семенами 3-4 сантиметра. Выбранные сеянцы пересаживаются на свободное, заранее резервируемое место. При достижении сеянцами высоты 5-6 сантиметров проводится второе порыживание с составлением расстояния между сеянцами в 5 сантиметров. Каков уход? Уход заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков и в подкормке. Подкармливать 0,20–0,25% раствором аммиачной селитры. При должном уходе сеянцы достигают стандарта к осени. Их выкапывают и сортируют. Те сеянцы, у которых ровный стволик, и диаметр его на расстоянии 3–4 сантиметров от корневой шейки составляет не менее 4 миллиметров, считаются стандартными. Они оставляются для пересадки. Остальные не подлежат перешколу, то есть не оставляются в питомнике на второй год, а уничтожаются или используются для устройства живой изгороди. Стандартные сеянцы могут быть пересажены и осенью, или весной. То есть можно и осенью, и весной их пересаживать в первое поле отделения окулировки и формирования саженцев, где доращиваются до стандартных требований. Как и в первом поле школы сеянцев, где выращивались сеянцы, почва готовится. Здесь спашка уже производится на глубину 25 сантиметров с несением тех же удобрений в таком же количестве, как и в школе сеянцев. Высадка производится с расстоянием, если применяется механизация, то расстояние междурядий 80–90 сантиметров. Если обработка междурядий и в рядах производится вручную, то расстояние составляется в 50–60 сантиметров. Уход заключается в рыхлении почвы, обязательном поддержании влажности почвы на всем протяжении выращивания в пределах 70–80% полной полевой влагоемкости. Ни в коей мере нельзя снижать влажность почвы, чтобы влажность почвы снижалась ниже уровня 60%. Подкормка в течение вегетации дается подкормка. 2–3 подкормки. Чем?
Ранее весной аммиачной селитрой из расчета 2 грамма действующего вещества на одно растение, но можно, да порой и иногда и лучше, подкармливать навозной жижей, разбавленной в 10-кратном объеме воды. Отстающие в процессе роста сеянцам дают дополнительную подкормку, и в этом случае обязательно дают навозную жижу. Подкармливают заранее весной, в июне и в июле. При нормальном уходе к августу месяцу сеянцы достигают стандартных требований для проведения окулировки. В начале августа, в первых числах, проводится подготовка сеянцев к окулировке. В чем она заключается? Удаляются все нижние побеги на высоту порядка 12 сантиметров, удаление всех боковых побегов. Почему? Потому что окулировка проводится на высоте 5-6 сантиметров от поверхности почвы, и эти побеги мешают окулировке. Окулируют Т-образным способом, окулировочным ножом. На указанной высоте 5-6 сантиметров производится 2 надреза. Один поперечный, второй продольный. Начинают надрез коры снизу вверх до поперечного разреза. Прививочный нож в оконечнике имеет пластмассовую пластину, с помощью которой раздвигаются углы надрезанной коры и вставляется срезанный глазок черенка привоя. Черенки привоя готовятся заблаговременно, и прежде всего проводится подготовка побегов на маточных деревьев. За месяц, за 20 дней побеги, те, которые пригодны для заготовки из них привойных черенков, прищипывают. С какой целью? С той целью, чтобы лучше созрели листья, лучше одревесневали эти черенки, и лучше одревесневали эти черенки. Заготовленные черенки, а стандартными из них являются те, которые имеют округлую форму, без ребристости. Заготовленные побеги разрезают на черенки, нижнюю часть отбрасывают, как и верхнюю. Почему? Потому что в нижней части недозрелые глазки. Они формировались в раннее весеннее время, когда еще не было теплой температуры. А верхние глазки также не созревшие, не сформировавшиеся, потому что не хватило еще времени для их формирования. Берется средняя часть побега, где вполне сформированные глазки. С заготовленных побегов удаляются листья, но с составлением короткого черенка, порядка 1,5-2 сантиметров. Они необходимы для того, чтобы можно было взять при срезе глазка с черенка, можно было держаться за черенок и с его помощью вставлять глазок. Срезается глазок с тонким слоем древесины. Можно и без него, но только очень осторожно проводить эту операцию, чтобы не был нарушен сосудистый пучок. Если он нарушен, глазок не приживется. После окулировки, а ее должен выполнять квалифицированный окулировщик, производится обвязка привитого глазка.
Окулировщик быстро выполняет эту операцию, и за ней не успевает подвязчик глазка. Поэтому каждому окулировщику представляют 2 обвязчиков. Чем обвязывается привитой глазок? Обвязывается он полиэтиленовой пленкой длиной 25 сантиметров, шириной в 1 сантиметр. Обвязка производится сверху вниз по спирали. Глазок оставляется открытым, то есть полулунно. Внизу образуется петля, в которую вставляется конец второй, и затягивается. А далее уход. Он также заключается в обработке почвы с тем, чтобы она была в рыхлом и состоянии без сорняков. В течение вегетации проводится 5-6 мотыжений, как в междурядьях с помощью культиватора сетомеханизированным способом обрабатываются междурядья, и ручной прополки в рядах. Растения обязательно подкармливают. Подкармливают с внесением уже 2 грамм действующего вещества на одно растение. Способ удобрения двоякий. Можно вокруг сеянца вносить эти 2 грамма действующего вещества аммиачной селитры, или же полосами, отступая на такое же расстояние вдоль ряда с одной стороны и с другой стороны. В течение вегетации проводят и подкорм. Ранее весной в начале вегетации и в мае, в конце мая, в начале июня. Вторая подкормка, если необходимо, третья, то ее дают в конце июня, в начале июля. Удобрение можно вносить и одновременно с проведением опрыскивания, скажем, против вредителей, не против вредителей, а против болезней бордоской жидкостью, с добавлением к ней 7% вытяжки суперфосфата, 5% вытяжки калия и 0,3% вытяжки азотного удобрения. Такая подкормка дает высокий эффект в развитии саженца. Ранней весной следующего года до обрезки на глазок проводится обработка обязательно, в начале междурядная обработка. Почему? Да потому что если произвести обрезку на глазок, то потом трактористу трудно видеть ряды и вызывает повреждения. Обрезка на глазок выше привитого глазка проводится на удалении 1,5–2 миллиметров. Из привитого глазка развивается благородный побег. По достижению этим побегом длиной 25–30 сантиметров его прищипывают. Прищипывают с целью образования преждевременных побегов из спящих почек по длине благородного побега. Этим приемом обеспечивают начало формирования саженца, образование на нем скелета будущего растения. Первый побег, развившийся на удалении 10–15 сантиметров для лимона, 15–20 сантиметров для мандарины
и апельсина отбирается первый побег. Все ниже расположенные побеги, развившиеся, удаляют. Последующие еще 2-3 побега отбирают на удалении 5-6 сантиметров друг от друга, но так, чтобы все побеги находились в разных плоскостях. При нормальном уходе к концу календарного года саженцы достигают стандартных требований и могут быть выкопаны и реализованы. Вопрос такой, а какой же стандарт для цитрусового саженца? К стандартным саженцам относятся те саженцы, которые и по возрасту они 1-2-годичные, по высоте у одногодичных саженцев 35 сантиметров, у двухгодичных 50. Они обязательно должны иметь не менее 2-3 боковых ответвлений, расположенных в разных плоскостях, иметь корни, хорошо развитую корневую систему с длиной корней у первосортных саженцев длиной 15-20 сантиметров, у двухгодичных 25-30 сантиметров. Иметь диаметр стволика на высоте 5-6 сантиметров от места прививки у стандартных саженцев 10-12 миллиметров, одногодичных у двухгодичных до 20-25 миллиметров. Должны быть хорошо облиственными, иметь ровный стволик, без допуска искривлений. Или с допуском искривлений, который может быть исправлен путем подвязки к устанавливаемому колышку. Вот перед вами саженцы мандарина, мандариновым шил. Вот один саженец, тут 2 саженца, один саженец и второй. Этот саженец двухгодичный. Ну давайте вместе с вами разберемся. С учетом того, что я сейчас сказал, требования к стандарту, этот саженец стандартный? Если нет, то почему? Совершенно верно. Мы с вами только говорили, что должен быть штамп высотой у лимона 10-15, у мандарина и апельсина 15-20. А сколько же здесь? И первый побег должен отходить на этой высоте, первый побег. А у нас он где отходит? Внешне прекрасно, правильно? Но он не стандартный. Он не может быть подлежать реализации, продаже. Он требует исправления, а ему 2 года. Он из питомника. Каким образом теперь его исправить? Чтобы его исправить, снова нужно его обрезать, удалить всю эту верхнюю часть. С тем, чтобы дать возможность развиться волоскам, расположенным в пазухах листа, и получить эти побеги. Но это теряется год. Питомник, вырастивший подобный саженец, конечно, будет его стремиться реализовать. С тем, чтобы уже покупатель дома, вернее, сам терял этот год. Это, следовательно, на 1 год растение вступит позже в плодоношение. Теряется год. Этот саженец одногодичный. Но вы видите, он уже в прошлом году должен быть прищипнутым, а его не выполнили
прищипывания. Он уже должен иметь разветвление на той высоте, о которой я вам говорил. Вот опять теряется год. В прошлом году не прищепили, не вывели форму, не создали скелет. Значит, это нужно будет делать в этом году. Значит, его нужно оставлять в каком поле? Во втором поле питомника, в поле двухгодичных саженцев. Тогда как саженцы должны выпускаться в одногодичном возрасте. Есть и другая технология выращивания саженцев. Многие из вас слышали. Это технология, традиционная технология, которая широко является основной технологией в питомниках. Но есть только где-то лет 30 тому назад была разработана новая технология выращивания саженцев. В чем суть ее? Это выращивание саженцев в полиэтиленовых мешочках. Слышали о ней? Применяют, используют эту технологию наши питомники? Нет, не используют. И по той простой причине, что для выращивания саженцев в полиэтиленовых мешочках нужна почва, земля, которая вместе с саженцами уходит из питомника. Поэтому эта технология может быть применима только садоводами-любителями и тот, кто частным образом занимается выращиванием посадочного материала той же цитрусовой культуры. Или же она применима для внутрихозяйственных питомников. А это питомники, которые решают вопрос саженцев для своих собственных нужд. Тогда и земля никуда не уходит. Суть этой технологии заключается в следующем. Берется одна часть торфокомпоста с двумя-тремя частями, смешивается с двумя-тремя частями земли. Это может быть красноземная, это может быть подзолистая почва и иная. На каждую тонну такой смеси добавляется 20 килограмм суперфосфата, 10 килограммов хлористого калия и перемешивается. Перемешивается, после тщательного перемешивания заполняются мешочки. Количество земли в каждый мешочек – это 3-3,5 килограмма. Значит, если бы питомник занимался бы выращиванием саженцев полиэтиленовых мешочков, то уходило бы сколько земли? 3-3,5 тонны. В расчете на 1000 саженцев. Это большое количество земли. Вся технология, да, в каждый мешочек высеваются или 2-3 семени трифолиата, или сеянец, выращенный в поле. При отрастании из семян сеянцу оставляют самый сильный, остальные удаляют. Мешочка выставляют под открытое пространство, то есть вне помещения, грядками в 4 ряда, плотно друг к другу под туманообразующую установку. Технология ухода дальше точно такая же, как и по традиционной технологии. Благодарю за внимание. Лаврентий Ермолаевич, можно ли получить цитрусовый саженец с воздушными отводками? Воздушными отводками? Да. Ну, такой метод получения, способ получения саженцев существует, есть и возможно. Но, однако, он не применим, не применяется. В первые годы
когда цитрусы попали к нам в республику, этим методом пользовались. А заключается он в следующем. На ветви уже растущего дерева окулировочным ножом делается винтообразный надрез коры. Обвязывается влажным мхом или влажной мешковиной. Под низ этой ветви, под мешковину, подкладывается половина горшочка любого, металлического, будет это глиняный горшочек. Сверху тоже накрывается и обвязывается. Это дает возможность притоку пластических веществ, вырабатываемых листьями, до надрезов, и здесь их концентрацию, благодаря чему начинают развиваться корни. С образованием корней отрезают эту ветвь и укореняют ее то ли в питомнике, то ли на грядке. Но это можно заниматься любителям, правильно. В промышленном производстве метод не применим. Но в принципе получить саженец можно. Лаврентий Ермолаевич, значит, в настоящее время к нам в Абхазию очень много завезли саженцев из Краснодарского края и близлежащих, значит. Как вы думаете, каков риск? Наше население его очень хорошо раскупает, этот посадочный материал. Вот. Подскажите нам, пожалуйста, правильно ли мы делаем и каков риск наших затрат? Спасибо. Все понятно. Если это покупают любители садоводы, это одно. Если это занимаются фирмы, хозяйства, это другое. Но кто бы ни завозил извне посадочный материал любой плодовой культуры, он должен быть проверен в наших местных климатических условиях. Ни в коем случае агроправила требует, это закон агрономии, любая культура, будь то виноград завозимый. Вот из виноевода Абхазии завезли очень много сортов винограда. Произвели огромнейшие затраты, наверное, выраженные в долларах. Проверены ли они? Нет. Хорошо, если будет хорошо. А если нет, кто будет отвечать за эти затраты? То же самое это к плодовым культурам относится. Ни в коей мере требования агрономии в этом отношении требования. Только после испытания в местных условиях можно внедрять тот или иной сорт, ту или иную культуру. Какие цитрусовые культуры нужно черенковать? Чтобы для всех было это хорошо знать. Но вы не услышали у меня, имею в виду, в своем докладе я не коснулся этого вопроса, и поэтому благодарю вас за этот вопрос. Черенковать можно, вернее, черенкуются мандарины, черенкуются очень плохо. И не следует их, поэтому их черенковать. Плохо черенкуются апельсины, и хорошо черенкуются лимоны. Поэтому в основном для комнатной культуры лимона в основном пользуются черенкованием. И не только для комнатной культуры выращивания лимона в комнатных условиях. В оранжереях, теплицах в Средней Азии именно черенкуется лимон, потому что дает он низкий рост при возделывании в теплицах, оранжереях. И там основной способ именно черенкование лимона. Как создать маточную плантацию? Вот мы говорим, собираем семена или черенки берем с маточной плантации. Вот принцип
из производственных посадок, как отобрать маточные растения, как создать маточные, и какие есть разные способы создания маточных плантаций. Вопрос таков, можно ли брать черенки с производственных плантаций? Мы с вами говорили, что специально в питомнике закладываются маточные сады элитными саженцами. Можно ли брать черенки с производственных плантаций? Если вы проведете обследование любой цитрусовой плантации, то обратите внимание, невольно обратите внимание, что одни деревья дают высокий урожай и регулярно, другие дают средний урожай, третьи деревья дают низкий урожай. Встречаются и деревья, которые вовсе не плодоносят. И возникает вопрос, можно ли со всех этих деревьев заготавливать черенки и прививать их? Ни в коей мере нельзя. Это практиковалось до военной. Помню, в одной из хозяйств, не буду скрывать, где я был директором учебно-опытного хозяйства ГИСХа, неопытный агроном, которого мы послали за саженцев, привез из питомника саженцев. Тут же следом приехала контролирующий орган и вернул все эти саженцы назад. И существовал контроль. Сегодня это не имеет места. А на прямой вопрос отвечаю так. Звонит секретарь райкома. Вот такому-то колхозу из ваших производственных плантаций разрешите заготовить черенки. Объясняешь, не понимают. Почему? Потому что можно заготавливать, но только с отобранных деревьев, заранее отобранных, и не в один год, а в течение 4 лет в производственных насаждениях нужно вести наблюдение за этими деревьями. И только после тщательного обследования, это на урожайность, на качество, на отношение к вредителям и болезням того или иного дерева. И тогда только можно с них заготавливать, отмечая, где это дерево, на какой плантации, в каком ряду, под каким номером и обозначено ли оно. Только с них можно заготавливать. Двой понцурус трифолята. Привили мандарин. Так. Повышается морозостойкость, если есть такие данные. Насколько повышается? Ну, такое в пределах 1%, не высоко. Тяжело в учении, но легко в бою, да? Вот теоретический материал, конечно, воспринимается не так просто, это сложный материал. У вас теория и практика, насколько они идут параллельно, я имею в виду на факультете, вот на кафедре? Откровенно говоря, плохо. А плохо в связи с тем, что у нас нет учебно-опытного хозяйства. С ликвидацией ГИСХа вначале передали учебно-опытное хозяйство, а потом его и отняли. Сегодня наши студенты проходят практику в научно-исследовательском институте, и даже отдельные сотрудники являются руководителями этой практики. Но такую полноценную практику, как они должны проходить, конечно, они не проходят. И, конечно же, виной ко всему тут много проблем. И очень важно иметь свою базу. И этот вопрос ежегодно ставится руководством университета. Мы добиваемся, бьемся, но результатов нет по сей день. Мы будем завершать лекцию. Значит, я хорошо помню, что в советское время на селе, вообще в сельском хозяйстве, в аграрном секторе очень важной была фигура агронома, потому что очень важны были агрономические знания. Мы говорим, это все было, этого нет сегодня, но
при успешном развитии сельского хозяйства мы понимаем, что агрономы будут востребованы их знания. Но с другой стороны встает вопрос, возможно ли успешное развитие сельского хозяйства без грамотных агрономов? Спасибо вам большое. Это была кафедра, лекции на абхазском телевидении. До свидания.